В украинском городе Остер снесли памятники чувашскому поэту Михаилу Сеспелю. Там он провел последний год своей жизни, и там же он был похоронен. Долгое время в Черниговской области по-настоящему чтили память общественного деятеля. Немало в годы работы он сделал для Украины. Но что же случилось сейчас? Местные власти прошлись бульдозером по памятному месту и сравняли его с землей. В 2013 году там была установлена гранитная плита. Методом не менее равнодушные жители Чувашии тогда вместе с украинскими деятелями собрали деньги и воздали дань памяти Сеспелю. Это место первого захоронения поэта. Предположительно, там же по-прежнему находятся его останки. В те годы чувашского общественного деятеля на Украине еще чтили как своего. Имя Сеспеля было всегда символом дружбы между украинским и чувашским народом. Дело в том, что он внес свой вклад в развитие Остра того периода. Это город, который посещали все время чувашские делегации. Здесь было очень много, все выдающиеся украинские писатели, поэты были здесь. И мы вместе все отмечали дни чувашской культуры на Черниговщине. И поэтому имя Сеспеля объединяло. Часто приезжали с Киева писатели. Мы часто встречались, и всегда на всех встречах Миша вспоминался. Михаил Сеспель работал в Остерском уезде последние 3 месяца своей жизни. Очень горел душой за дело. У него всегда было обостренное чувство справедливости. Сеспель был инструктором в комиссии по оказанию помощи голодающим. Стремился поддержать людей как мог. Директор Чебоксарского музея Сеспеля Антонина Андреева была на открытии памятника поэту. И весть о его разрушении восприняла как святотатство. Это трагическая для меня весть несовместима ни с чем. Я не могу воспринять никак, в голове не укладывается эта печальная новость. Кому он мешал? Но хочется верить и надеяться, что хотя бы не тронут памятник в центре парка города Остер. Действительно, в городском парке мемориал еще остается нетронутым. Но буквально недавно там же, в Остре, было уничтожено памятное место возле гимназии, носившей имя Сеспеля. Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале выразил готовность вывести то, что осталось, и установить в Чувашии. Михаила Сеспеля не стало 15 июня 1922 года. В этом году исполнилось 100 лет со дня его гибели. Возвращение на родину памятника было бы очень символичным. Но возможно ли сделать это сейчас? Наталья Егорова, Алексей Енекин, Андрей Шоклев. Вести Чувашия.